Коми нашли внучку красноармейца Александра Коручева из Шошки Сыктывдинского района. 29 октября поисковым отрядом форпоста города Кингисепп в районе деревни Касколово Ленинградской области были обнаружены останки павшего в боях Великой Отечественной войны. На поиски родственников кинулись жители родного села и всей республики. Отыскали быстро. От трогательной истории Анастасия Тюрнина. Это событие перевернуло жизнь Светланы Штрайхерт. Такого подарка судьбы она уже не ждала. Прямо перед юбилеем женщине сообщили, что найдены останки деда. Он пропал без вести в далеком 41-м. Мне сказали, что у вашего папы нашли дедушки. Я, конечно, там немножко окостенела, можно сказать. У меня был такой стопор, я просто не понимала. Надо было это все сообразить, как бы. Не соображалась никаким образом на самом-то деле. И когда сказали, я говорю, в смысле, что, реально нашли моего дедушку? Он говорит, да, нашли под Питером. Там воинскую часть, все назвали, и вот это все. И надо будет, типа, вам, как бы, вы как внучка, вы должны подтвердить это все. У меня ком в горле как застрял, у меня вот до сих пор, я говорю, я сейчас, лишь бы не разрыдаться. Такой вот. Радость, вот какая-то вот радость, но опять же, вот, горе, радость. В Шошке о поисках родственников рядового Александра Петровича Коручева узнали из телеграм-каналов. Местная администрация обратилась за помощью к сельчанам, в полицию, в республиканский ЗАГС. Молниеносно просьбы разлетелись в социальных сетях. Самое, что интересное, в этой ситуации отозвались даже городские жители. Были звонки с города, люди обратились в архив, национальный архив по республике Коми и начали узнавать, изучать всю эту историю, созванивались со мной. И когда мы беседовали с этими людьми, выясняли, что они совершенно посторонние, просто по своей инициативе. Александр Коручев на фронт ушел в начале войны, а в октябре 41-го пропал без вести. Известно, что похоронку в 47-м получила его мать. И больше за все эти годы не было никакой информации. Из документов ясно. Рядовой женился в 36-м году. До войны родились 2 сына. Глава администрации Шошки за помощью обратилась к старожилам. И память 86-летней Марии Васильевны Кущуткомовой не подвела. Я знала, что Коручевы жили в деревне Курьядор. Оттуда их род пошел. Поспрашивала, но никто не смог помочь. И потом я вспомнила, мы вместе учителями работали с Коручевой Клавдией Петровной. И она рассказывала, что был брат, и он пропал без вести. Его жена Надя. Мы с ней частенько встречались. У них был сын Александр. Это они. По словам Марии Васильевны, после войны семья пропавшего красноармейца переехала жить в Выльгард Сыктывдинского района. Активисты Шошки обратились в администрацию села, и случилось невероятное. Спустя 81 год нашлась внучка бойца. Из родственников, вот таких прям отца, у меня же давным-давно нет. Таких родственников, дядь, тети, его сестер, братьев, вот уже тоже давно. Потому что сейчас бы на этот момент дедушке бы было 121 год. Понятно, что тут и из всех более я одна осталась. Сейчас ведутся переговоры с поисковым отрядом о возвращении останков бойца на родину. По предварительным данным, машина отправится 19 ноября. Внучка Светлана решила провести захоронение на родине деда в Шошке. О трогательной и торжественной церемонии мы обязательно расскажем. Анастасия Тюрнина, Иван Богомолов, Артем Соколов, телеканал Юрган.